В режиме нон-стоп оперштаб при правительстве региона круглосуточно обрабатывает обращения жителей. Вплоть до конца новогодних праздников они будут следить за тем, чтобы выходные прошли с бесперебойным обеспечением энергоресурсами. Для предупреждения аварийных ситуаций при каждом с расчетом на каждое муниципальное образование созданы аварийные бригады с необходимыми материалами, оборудованием, спецтехникой. Оперативный штаб будет работать в круглосуточном режиме. Все сотрудники будут в круглосуточном режиме в соответствии с утвержденным графиком. Поэтому, если у вас отключили в новогодние праздники свет, газ, воду, вы смело можете обращаться в оперштаб при правительстве региона, позвонив по номерам, которые вы видите на своих экранах. Каждый вопрос возьмут на обработку и примут мгновенное решение. В состав оперативного штаба входят сотрудники Минэнерго республики, а также сотрудники ресурсоснабжающих организаций. Курсировать в выходные будет и общественный транспорт. Привычный график слегка изменили, но это не помешает добраться в место назначения, если следовать расписанию. Мы пытаемся донести информацию до пассажиров, что транспорт будет работать, и в случае появления жалоб, нареканий к общественному транспорту они могут обратиться к нам и на другие номера горячей линии и диспетчерского центра. График будет в рамках выходного дня. Это у нас считается по линии Министерства транспорта Российской Федерации, где в случае, если общественный транспорт работает там, в количестве 10 единиц, то в выходные дни он будет в количестве 5 единиц работать. Единственное, будут изменения в направлении Назрань-Магаз, Назрань-Малгобек, Назрань-Сунжа и Сунжа-Горная часть, где у нас график будет продлен до 20:00. Тем временем начеку в эти дни и правоохранительные органы, которые следят за тем, чтобы выходные прошли спокойно и без эксцессов. Уважаемые жители и гости республики, в праздничные дни, как и в будни, сотрудники органов внутренних дел несут службу по обеспечению правопорядка на улицах наших городов и сел. В этой связи, учитывая ожидающееся резкое увеличение количества транспорта на дорогах и людей в общественных местах, принимая во внимание погодные условия, связанные с сезоном, МВД по Республике Ингушетия призывает граждан соблюдать при посещении общественных мест необходимые меры предосторожности, правила дорожного движения. Помните, что от вашего благоразумия, сдержанности и внимательности могут зависеть жизнь и здоровье ваших родных и близких. Также сообщаю, что в целях обеспечения безопасности граждан, участвующих в праздничных мероприятиях, в городе Магасе с 17:00 31 декабря 2022 года до 2:00 1 января 2023 года будет запрещено движение транспорта по проспекту Идриса Зязикова на участке от пересечения с улицей Али Гачханова до пересечения с улицей Кайсена Кулиева. Особое внимание стоит также уделить детям, не выпускать несовершеннолетних ночью без сопровождения и контролировать, чем они занимаются. Внимание к детям, их занятиям со стороны взрослых должно быть на порядок больше. Нужно помнить, что беду легче предотвратить, чем исправить. Что дети нуждаются не только в материальном обеспечении, сколько в правильном воспитании, моральной поддержке и помощи. В завершении своего выступления поздравляю всех жителей и гостей республики, особенно самых маленьких, с наступающим Новым годом. Желаю вам крепкого здоровья, удачи, радости и новых успехов во всех благих начинаниях. Также стражи правопорядка призывают жителей к бдительности и в случае ЧП незамедлительно обращаться в экстренную службу. Зелимхан Калоев, Мухаммад Белакиев, Мадина Цора, Ахмед Горбаков. Новости 24.